Время около полудня. Это остановка в столице республики недалеко от госуниверситета. Традиционно именно здесь в час пик можно увидеть пассажиров общественного транспорта. Такое количество людей в ожидании маршрутки – дело привычное. Транспорт быстро заполняется, некоторые в том числе едут и стоя. Ну вот, утром со слов пассажиров маршруток не было вообще. Люди добирались до столицы кто как может. С утра вот первая маршрутка, на 7 часов мы стояли много, все на такси поехали. Не было На такси поехали, да? Полвосьмого. С Малгобека тоже откричать не было. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители города Воинской Славы. Некоторые малгобекчане сегодня часами ждали маршрутный транспорт. В итоге как доехали? В итоге на такси пришлось приехать. Несколько человек сесть на такси, приезжали. Даже на такси мы звонили, вовремя такси невозможно было, такси даже вызвать. А с Назрани до Магаса? Тоже так же на такси. Не было транспорта. Какое это время было? Это было в 6:40. Этим утром маршрутное такси, а именно частники, не вышли на работу по нескольким линиям. Назрань-Магас, Назрань-Далаково, Назрань-Малгобек. Перевозчики этих направлений решили остаться дома. ГУП «Ингуш-Автотранс» об акции узнали накануне и вывели дополнительные автобусы. На 100% это ситуацию не спасло, но и коллапса не допустили. Мы из своего резервного гаража выгнали около 10 единиц дополнительной техники. Как вы можете наблюдать, столпотворения здесь нету. Людей мы вовремя довозим до пункта назначения и в дальнейшем будем работать в штатном режиме. Если у людей есть какие-то жалобы, сообщения, у нас есть номер горячей линии, куда они могут позвонить, пожаловаться. Соответственно, мы вовремя будем отправлять дополнительные транспортные средства. В Минтрансе республики уверены, таким шагом перевозчики пытаются через население решить свои проблемы. В министерстве в последнее время начали активно работать, чтобы вывести работников маршрутного такси из тени. Меры Минтранса направлены на то, чтобы пассажироперевозки проводились с соблюдением федерального закона. Когда у нас, наверное, уже в течение года начали сыпаться жалобы, очень много о том, что водители по ряду маршрутов катаются без документов, без водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения. Люди жаловались. Жалоб очень много, очень много. Начали писать, в том числе на президента Российской Федерации. И, соответственно, эти жалобы, они ставились на контроль на всех уровнях, на федеральном, на региональном, прокуратуре и так далее. Начались проверки. Ространснадзор, СКФО и Госавтодорнадзор из Москвы приезжали большими бригадами, проводили здесь рейдовые мероприятия. И как раз-таки на этих маршрутах выявляли, да, все находило свое подтверждение, выявляли машины, которые полностью без разрешительной документации, без водительских прав, без путевых листов, без карт маршрутов, без свидетельств, вообще без всего. И без страховок. А это прямое нарушение законодательства, потому что пассажирские перевозки – это не просто предпринимательская деятельность, это социально ответственный, скажем так, социально ответственный вид предпринимательской деятельности, где дополнительные, серьезные требования предъявляются. И вот, собственно, из-за того, что начали предъявлять законные требования к этим перевозчикам, первые рейды проводили мы. Предупреждения только перевозчикам делали, никто никого не наказывал, не штрафовал, ничего не делали. Потом Ространснадзор самостоятельно стали выезжать на рейды и уже начали штрафовать, соответственно. И вот на эти законные требования сегодня мы получили, скажем так, попытку остановить деятельность маршрутных перевозок, создать некий транспортный коллапс. Частично или полностью решить этот вопрос должно приобретение республикой нового парка автотранспорта. В Ингушетию до конца года поступят около 30 новых микроавтобусов «Газель Next». А в начале следующего года ожидается приобретение еще 50 машин. Новый транспорт планируют запустить по самым загруженным направлениям. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Новости 24.